принадлежат Великому Рейху. Имя! Михаил Девятаев. Летчик. Как ни жутко это прозвучит, но сегодня даже любому герою войны нужен маркетинг. Ни молодежь, ни теперь уже и среднее поколение не познакомишь с прописными истинами без спецэффектов. Фильм «Девятаев» создан именно так. Многие даже ничего не разглядят в нем, кроме современных рычагов успеха. Но этот фильм создавался все же с любовью. Мы видели это своими глазами еще в марте 2020-го. Видели на съемках фильма, проходивших на аэродроме Сиверский в часе езды от Петербурга. Старайтесь, чтобы на точке быстрее уже Никита входил, ну, в общем, собираться чуть быстрее. И начали экшен! Никаких зеленых экранов, никакой графики. Техника собиралась именно вручную, по чертежам. Каждый актер понимал, что участвует он не в боевике, а в драме, о характерах, о прощении, о величии человека. Потом он уже пошел, я его начинаю, может быть, даже раньше оттаскивать. Может, какой-то текст будет добавить здесь, ну, точный. Давай. Для меня, конечно, это большая удача. Я дико благодарен, что меня утвердили на эту роль. Это основано на реальных событиях, и мы постарались очень все приблизить к тому, как это было. В грудь ему. Мне кажется, здесь очень не хотелось бы превращать это в какой-то боевик, в такую историю как раз зрелищную. Она должна быть такой, но мне кажется, актерам важно здесь рассказать про людей, про их судьбы, про их надежды, разочарования, отчаяния, про их. Премьеру фильма в Казани вполне можно было бы назвать всероссийской премьерой, судя по размаху мероприятия, многочисленности и статусности приглашенных. Фильм на этой неделе фактически приехал домой, ведь идея родилась именно здесь. Республика в лице моей жены принимала участие, которая меня познакомила с дочерью Александра Михайловича и с Александром Михайловичем, и каким-то образом смогла меня увлечь этой историей. Далекий край, товарищ, улетай. Мы могли бы увидеть в этом фильме и саму Казань, настоящую. В мае прошлого года съемочная группа должна была приехать в столицу республики. Но случилось то, что случилось. Во всем мире эпидемия встала на пути наших надежд. Однако выяснилось любопытнейшее обстоятельство. Оказывается, часть фильма все же снималась в Казани. И эти съемки даже войдут в историю. В принципе, мы его, можно сказать, снимали в Казани. И знаете почему? Съемки происходили в Петербурге, но я находился в Казани. Была пандемия, я сидел в своем кабинете СНТ «Залив» в Кировском районе и через интернет управлял съемочным процессом в Петербурге. Это было практически месяц происходило. Об этом написана статья в «Гардиан». Ничего не придумано. Я папу знала 25 лет. Это супер. Этот фильм надо водить всю молодежь. Я первый раз, когда смотрел, я вообще просто сидел и на мониторе у Бекмамбетова рабочий вариант, ну только вот просто такой вот. Он говорит, фильм «Девятаев». Я говорю, да, «Девятаев». Все, то есть нет вопросов. Главное, наверное, в том, что фильм нравится вот этому человеку. Александр Михайлович Девятаев, сын Михаила Петровича. Еще в 19 году на этапе обсуждения идеи создания фильма стал и его душой, и главным консультантом, и главным же критиком. И могу сказать, что доволен. Вот я не нашел ничего, к чему придраться. Там очень подробно показаны те вещи, которые мы никогда не сможем восстановить. Как готовился побег. Прям детально. Понимаете? Там тоже придуманные есть вещи с бомбой и так далее. Но тоже правильно, потому что подвели, но зато подробнейшим образом показывали, как готовиться. А это очень было сложно. И это действительно все вот смотришь, так, потому что я в кино вот не был лет
Не знаю, я не могу вспомнить, когда последний раз был. И когда на огромном экране эти все виражи, пируэты, все это... Конечно, ты сидишь вот так вот, удивленный. Поэтому я понимаю, вот, например, людей моего возраста, уж тем более старше, для них это будет все непривычно, если они не ходят в такое кино. Но это понятно, что это сделано уже не для них, для молодежи. Нельзя сказать, чтобы у создателей картины и сына героя были какие-то разные цели, и Александр Михайлович тоже надеется на молодежь. Он надеется, как и мы, что на волне интереса к фильму будут, наконец, решены все те вопросы, над которыми он бьется столько лет. Совершенно необъясним тот факт, что в Казани нет памятника герою. Михаил Девитаев умер еще в 2002 году, мы напомним. Идет какая-то непостижимая чехарда и с площадкой, и с проектом. Изначально определено было, что памятник станет вот здесь, у речного вокзала. Здесь многие годы капитаном ракеты работал Девитаев. Здесь улица его имени. Однако место перенесли вот сюда, на Казанку. Здесь, рядом с цирком, вскоре появится новая набережная. И, наверное, тоже это неплохое место для памятника. Семья героя, во всяком случае, свое согласие уже дала. Но как, когда, кто, какой? Вот все эти вопросы без ответа пока. Делать памятник единственному в мире человеку, совершившего такое, надо и делать так, как единственному. Это сложно. Я понимаю, что это сложно. Но для этого нужно надо поднять планку и вот дальше, так сказать. А с музеем, вот, наверное, будем как-то потихонечку вот через фонд. О каком музее говорит Александр Михайлович? Ведь никакого музея героя в Казани тоже нет. А все же есть. Готовый фактически. Мы и о нем говорили не раз. Это знаменитая Девитаевская дача. Дом и участок 1966 года, где все целиком от и до сделано руками Михаила Петровича. Отдать бесплатно. Пожалуйста, все это, что принадлежит лично мне, я готов отдать бесплатно. Но с одним только условием. И с одним жестким условием, что это остается памятником просто жизни и, скажем так, творчества отца. Вот где мог бы быть музей, настоящий музей героя. Этой идее много лет, но сейчас она уже почти близка к воплощению. Насколько нам известно, создатели фильма также разделяют эту идею, и это может принести плоды. К тому же в этом году создан, наконец, фонд памяти Михаила Девитаева, в который придут какие-то деньги от проката фильма. Это прекрасная новость. И вот тут-то Александр Михайлович снова рассчитывает именно на молодежь. И даже вот появилась мысль, как тут думали, как вообще назвать музей. Дача Девитаева. Ведь так вот проплывали все на лодках и называли. А дальше уже Дом друзей. У меня есть мысль, вот фонд для чего создан? Для того, чтобы мы могли, используя некие, так сказать, и официальные, формальные иногда возможности, побольше залезть в архивы и вытащить информацию. А для этого нужны хорошие ребята с хорошей головой, с хорошими руками. Поэтому давайте пожмем руку создателям этого фильма. Пожмем ее, конечно, и Александру Михайловичу, который все эти годы демонстрировал нам поистине наследственное терпение и стойкость. Если для актеров, режиссеров и маркетологов эта история, возможно, пришла к какому-то логическому завершению, то для него и для нас с вами, надеемся, это только начало. «Ехай, ехай, иначе не взлетишь», как говорил Михаил Петрович. Вот когда отдаст все долги этому человеку, вот тогда любимый город может спать спокойно. Михаил Любимов, Роман Безменов и Андрей Ключников. 7 дней.